Молодо не значит зелено. Мы быстрее осваиваем технологии и делаем крутой контент. Пришло время оценить начинающих, но уже вполне опытных медиатворцов. Работы емкие, профессиональные, выдуманные, продуманные. Я думаю, что они достойны наших аплодисментов. В этом году медиафестиваль «Молодо не зелено» проводится в 8-й раз. Организуют его по инициативе Управления образования администрации Уфы и городского научно-информационного методического центра. Арина, расскажи про свою работу. Я занимаюсь редакцией школьного телевидения в гимназии номер 1. У нас, конечно, небольшая компания, но все равно дружная. Мы занимаемся с нашей любимой преподавательницей Татьяной Анатольевной. Когда у нас в школе происходят какие-то мероприятия, мы всегда собираемся и начинаем обсуждать, что мы можем снять или у кого взять интервью. Например, в этом конкурсе я представила свою работу, которую мы сделали на День повара. На этот раз в медиафестивале приняли участие около 1000 школьников. В течение 2 месяцев ребята посещали мастер-классы, которые проводились тренерами в рамках городского проекта. Такую возможность детям предоставили медиашкола «Телешко», Уфимская анимационная студия «Муха», продюсерский центр «Вся Уфа», а также педагоги учреждений дополнительного образования столицы. Кто-то из ребят плодотворно трудился в своих местных школьных редакциях. Расскажи про свою работу. Мы записали видеоролик в номинации «Байки нашего города». Мы записывали про деревню Новоалександровка. Безусловно, я бы не смогла никак этого снять без нашего классного руководителя и без поддержки нашего директора. Было немножко тяжело снимать, потому что условия были просто ужасные. Там какая-то психологическая больница, нам пришлось даже немножко полазить по заброшкам, но зато у нас получился очень классный ролик, который в итоге победил, вот взяли гран-при. Знания и умения, полученные на мастер-классах и обучающих семинарах, ребята применили при создании творческих проектов. Свои яркие творческие номера подарили участникам мероприятия: образцово-вокальный ансамбль «Эдельвейс», образцово-хореографический ансамбль «Веселинка» Уфимского городского дворца детского творчества и вокальная студия «Домисолька» Центра детского творчества «Глобус». В общем, мероприятие было мощным и запоминающимся. Кстати, оценивали ребят самые настоящие специалисты телевизионного дела. Так что победа здесь – это отличный показатель успешности. Все эти работы выполнены силами школьных телестудий и медиашкол. Но какое качество и креатив! Очень круто! Поздравляю коллег! Валерия Давлятова-Григорова, Наиль Гайнуллин, специально для Горы новостей.